России предлагают провести аудит памятников, насколько защищены шедевры духовной культуры у нас в стране. Недовольны качеством дорог жители Якутска требуют капитального ремонта хотя бы самых убитых улиц. Летнему отдыху не помешают комары. Якутский ученый разработал новый способ уничтожения городских насекомых. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 5 человек убиты и 13 ранены в южнокорейском городе Чинджу, сообщает агентство Рёнхаб. Как сообщила полиция, подозреваемый мужчина 42 лет в половине 5 утра по якутскому времени поджег многоквартирный дом, где проживал сам. После этого он, вооружившись ножом, караулил на лестничной площадке выбегающих из квартир жильцов. В результате 5 человек, в том числе 12-летний подросток, погибли и 13 ранены. Подозреваемый был задержан на месте происшествия. Он заявил полиции, что совершил преступление из-за жалоб на его просроченную квартплату. По словам полицейских, нападавший не был пьян в момент совершения преступления. Полиция ведет расследование инцидента и изучает мотивы подозреваемого. После пожара в Нотр-Даме в России предлагают провести аудит памятников. Законодатели считают необходимым сверить инструкции Минкультуры и МЧС по противопожарной безопасности объектов культурного наследия. Трагедия в соборе Парижской Богоматери вновь подняла вопрос, насколько защищены шедевры духовной культуры у нас в России. Стоит сказать, что в знаменитых соборах России еще в XIX веке деревянное покрытие, которое призвано было оградить многовековые камни от воздействия природных стихий, было заменено на кованое. В частности, это было сделано в Успенском соборе Кремля. В соборе Парижской Богоматери защитное дерево так и не заменили, и оно стало теми самыми дровами для пожара. Испытание на газопроводе «Сила Сибири» начнется сегодня и продлится до 22 апреля. Речь идет об участке строительства Салдыкельская-Алекминская. Работы направлены на предварительное пневматическое испытание на давление. В этот период нахождение людей и техники в данном районе опасно. Необходимо принять меры по недопущению персонала и техники в район проведения испытаний. Жители Якутска негативно относятся к качеству дорог и требуют капитального ремонта хотя бы самых убитых улиц. Подробности у Сусанны Рожиной. За тот перекресток за Каландрашвили проедьте, до Гемеина вы, точнее до Елочки, это же там не дорога, это направление движения, как у Гоголя. Вот и все. Вот весь ответ. Проспект вообще весь кривой. Может, для столицы нашей республики центральная улица находится вообще в состоянии ужасном, это считаю я так. Проспект должен быть идеальным вообще, как лицо столицы, можно сказать. А так в основном, да, вот Красильникова, вот Чайковская улицы, вообще в ужасном состоянии, конечно. Хуже не бывает. Качество городских дорог напрямую влияет на техническое состояние автомашин. Водителям часто приходится проводить ремонт своих железных коней. Все сломает. Вам часто приходится чинить автомобиль? Очень часто. На ходовую, конечно, жалуются. Ходовая, дороги плохие. Вот и все. Также водители сами уже составили рейтинг самых плохих дорог Якутска. Красильникова, Жарницкого. Жарницкого, Петра Алексеева. Вот, Бессужо-Марлинский, Жарницкий, где Петра Алексеева, Чайковский. Около 1,5 миллиарда рублей в этом году направят на ремонт городских дорог. Ремонту подлежат более 20 объектов. Это самые плохие улицы, вошедшие в антирейтинг по качеству дорожного полотна. Петра Алексеева, Жарницкого, Чайковского, Стадухина и другие начнутся уже со второй половины этого года наконец-то ремонтироваться. Мы находимся сейчас на объекте Чайковского, который является переходящим с прошлого года. Таких объектов у нас 2. Улица Чайковского и Бестужева-Марлинского. Также у нас в этом году планируется в городе отремонтировать Кеш Алексеева, как продолжение улицы Чайковского до улицы Лермонтова. Потом в автодорожном округе у нас продолжение реконструкции улицы Автодорожная до улицы Воинская. Капитальный ремонт улицы Красильникова, которая параллельно находится с автодорожной. И капитальный ремонт улицы Ивана Орбиты, также находящейся в автодорожном округе. Водителям осталось потерпеть чуть-чуть, и самые убитые дороги Якутска, надеемся, будут приведены в соответствие. И автолюбителям не придется уже так часто тратить деньги на ремонт своих машин. Сусанна Рожина, Владимир Павлов, Якутск.
В Якутске продолжают отключать подачу газа в многоквартирных жилых домах. На сегодняшний день в 14 домах газ перекрыли. Всего планируют охватить 230 жилых домов, рассказывает Елизавета Васильева. Понедельник – день тяжелый, если особенно в этот день в вашем доме отключили газ. Накануне в 14 домах столицы остановили подачу газа. В этот список попал в основном деревянный жилфонд, кварталы без благоустройства, Сайсары и 17-й квартал. Я на елочке живу. Там тоже отключили газ. Ага, а на чем готовите тогда? В плитки включаем, старые плитки всякое разное достаем. Меня вызовут. А никто не вызовет же? Почему? Не вызывает, вы сами должны пойти туда, в Сахатранснефтегаз. Пока ничего не известно. Сегодня один сосед должен был туда сходить и узнать, что как будет. Вас уведомили заранее, да? Нас нет вообще. Они нам осенью сказали, договор сделайте. Я сделала, счетчик поставили и все. Вот завтра у нас собрание, мы будем собираться. Сегодня мы ходили с соседкой в нефтегаз. Заключали зимой договора. Зимой отключали они газ, договора заключили на Петра Алексеева. Но его сейчас опять отключили они газ. На следующей неделе такая же участь ждет жильцов еще 20 домов этих же районов. Причина – изношенность газового оборудования. Всем собственникам были направлены уведомления о приостановлении подачи газа за 40 и за 20 дней. Но жители не спешат провести техническую диагностику труб, а также не заключают договора на техобслуживание. Для того, чтобы предотвратить отключение подачи газа, нужно всем жильцам заключить договор на техническое обслуживание. Да? Это делается на Петра Алексеева, 64. Подходит с правоустанавливающими документами, с паспортом и подают заявление на оформление договора на техобслуживание. Второй момент – это нужно провести техническое диагностирование, которое проводят экспертные организации. Список экспертных организаций можно найти на нашем официальном сайте aostng.ru на вкладке «Информация». Большая часть этих домов находится на непосредственном способе управления, то есть жители напрямую заключают договора с ресурсоснабжающими компаниями. Поэтому вся ответственность лежит на плечах самих жителей, а не управляющей компании. Если дом все же находится под крылом управляющей компании, то техническое обслуживание – прямая обязанность УК. Елизавета Васильева, Григорий Охлопков, Якутск. Интернет и сотовая связь в помощь мошенничеству. В прошлом году сотрудники Ленского отделения МВД совместно с иркутскими и читинскими коллегами раскрыли серию таких преступлений. В этом году появились новые способы мошенничества. Какие, расскажет Анна Кожевникова. Алло, на связи мошенники. Так, они, конечно, не представятся. Популярная среди них амплуа работников банковских систем, они предпочли прокурорской или полицейской форме. Теперь мобильные преступники все чаще представляются стражами порядка. Вот так, прикрываясь погонами, мошенники выманивают денежные средства. А найти этих злоумышленников не так-то просто. Номера и карты чаще всего зарегистрированы в других регионах и на подставных лиц. На сегодняшний день у нас, такие мошенничества, это как позвонили, попросили перевести деньги за помощь, то есть сыну, дочери или еще кому-то, то есть попал в беду, сбил человека, завели уголовное дело и так далее. То есть люди, соответственно, деньги переводят. Хотя предложение оформить кредит, но прежде перевести энную сумму денег для подтверждения дохода тоже популярны. Появился еще один способ. Вы можете выиграть суд и получить возмещение материального ущерба в миллионных размерах. Женщина заказала таблетки для похудения. Таблетки пришли, результата не было. Она позвонила на эту, буквально через неделю ей звонят, спрашивают у нее... Представляются следователям, что настоящее дело у них на рассмотрение. Если вы хотите выиграть 20 миллионов, отправьте еще 100 тысяч рублей. Она отправляет, соответственно, 100 тысяч рублей. И в рейтинге лидирующих по-прежнему покупки на популярных интернет-сайтах, где обязательно нужно предварительно оплатить товар. Купился на дешевизну. Этот молодой человек, не желающий афишировать своего имени, решил приобрести видеокарту на компьютер, которую продавали в Туле за 10 тысяч рублей. Мне нужно оплатить ее сразу, и я согласился с условиями, и он мне скинул номер телефона карты банковской ВТБ, на которую я со своей банковской карты пошел и перевел 10 тысяч рублей. Он потом еще мне
В течение дня несколько раз перезванивал, сказал, что отправит по почте. 3 числа стал сам пытаться ему позвонить, номер телефона был заблокирован. Но товар не пришел до сих пор. Молодой человек обратился в полицию и надеется, что преступник будет найден и наказан. Как рекомендуют сотрудники правоохранительных органов, такие покупки лучше оплачивать на почте наложенным платежом. Год только начался, а мошенники не дремлют. У следователей уголовного розыска уже 6 подобных дел. Будьте бдительны и не попадайтесь на уловки мобильных преступников. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Оленск. 22 детских сада, 4 школы, 2 объекта дополнительного образования и 1 культурный планируют ввести в республике до конца года. Эти объекты строятся по программе государственно-частного партнерства. Общая сумма инвестиций, которые составляют более 13 миллиардов рублей. Развитие малого бизнеса в реализации партнерства обсудили на круглом столе Постоянного комитета Илтумен по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры. Под КЧП подразумевается строительство или реконструкция объекта соглашения частных партнеров, то есть концессионеров, за счет средств частично или полностью частного партнера. Перечень объектов, в отношении которых может быть заключено соглашение о КЧП, утверждены в соответствующих законах. Якутский ученый разработал новый способ уничтожения городских комаров. Заведующий лабораторией якутского НИИ сельского хозяйства Александр Решетников придумал способ борьбы с городскими подвальными комарами. Сейчас такой вид насекомых распространен по всей стране, а в Якутии наиболее часто встречается в Ленске и Нерингре. Ученый уже запатентовал свое изобретение. Он предлагает ловить и уничтожать комаров с помощью установки в подвалах сосуда с плоским дном в 1 квадратный метр, наполненного прозрачной, не высыхающей клеющей жидкостью. Уничтожение комаров происходит еще до откладывания яиц. Технология полностью исключает химические препараты. И вот когда они ищут водоем, воду, чтобы отложить яйца, они находят открытые сосуды, заполненные водой. Но вместо воды мы наливаем клеящую прозрачную жидкость, похожую на воду. И комары по положительной трофике откладки яиц садятся на клей и застревают, и впоследствии погибают. Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий. Еще больше информации на наших сайтах jak24.ru и nvk-online.ru.